В рамках 10-го юбилейного Чебоксарского экономического форума открылась 24-я межрегиональная выставка «Регионы. Сотрудничество без границ». На красной площадке комплекса «Контур» участников приветствовал Михаил Игнатьев. Президент России Владимир Владимирович Путин ставит перед регионами и муниципальными образованиями задачи, чтобы мы под хорошей, доброй политической крышей развивали межрегиональные связи, межмуниципальные связи и в реальном секторе экономики, и в отраслях социальной сферы с одной единственной целью, чтобы находили мы новых партнеров, новых друзей, для того, чтобы открывать новые высокотехнологичные, высокопроизводительные рабочие места. Нам необходимо поднимать доходы населения. От этого, конечно, уровень зарплаты и работников бюджетной сферы зависит. Это во-первых. Во-вторых, приятно было сегодня увидеть деловые круги бизнесменов из Японии, из Китая и со стран Европы. Это очень важно для нас. Они нам оказывают доверие. Почему? Потому что Владимир Путин на Питерском международном экономическом форуме на весь мир заявил, что Чувашская республика заняла второе достойное место среди 85 субъектов Российской Федерации. Впереди Татарстан наш сосед, после нас Москва, Тульская, Калужская область. Вот 5 регионов были названы. Это дает нам дополнительные сейчас стимулы, уважаемые коллеги, друзья, для того, чтобы мы еще лучше сейчас работали, соответственно, в круглосуточном режиме, чтобы привлекать этих инвесторов, создавать для них благоприятную среду. Это во-вторых. Третье. Мы всегда верили в молодых людей. Мы занимаемся эффективно воспитанием и обучением этой молодежи на основе духовно-нравственных ценностей, для того, чтобы они были достойными гражданами Российской Федерации и уважительно относились к старшему поколению. Чувашия интересна инвесторам Российской Федерации, Китая, Ирана, Польши и других стран. В выставке в этом году приняли участие более 140 организаций из Чувашии и 7 субъектов России. Продвижение своих услуг, установление деловых контактов и развитие сотрудничества – таковы цели предприятий участников выставки. Крестьянско-фермерское хозяйство Илларионова представило натуральную молочную продукцию, производимую на собственной земле. Мы на рынке работаем с 2013 года, мы занимаемся молочными автоматами, то есть продаем сырое молоко через молочные автоматы. Вот. Сейчас подумали расширить свою продукцию и начали выпускать дополнительно это топленое молоко, молоко цельное, пастеризованное, ряженка и простокваша термостатная. Вот. На выставке первый раз участвуем, думаю, что нам понравится. То есть нашим покупателям, потому что у нас очень качественный продукт, без химии, без ничего, все натурально, все свое, и молоко может быть все свое, свои фермы. Ничего лишнего не добавляем, и цена очень хорошая у нас, 30 рублей за 0,5, и литровая тоже 50 рублей молоко, и топленое тоже 50 рублей стоит. Работники Краеведческого музея города Новочебоксарска поставили рабочие станки, где учится трудиться подрастающее поколение. Максиму с детства знаком этот станок. Он уже умело шлифует дерево. Сестренка на ткацком станке изготавливает прочный ковер. Дети должны привыкать к труду, говорят тут. Искусство передается от отца сыну, от матери дочери. Успехи республики налицо. Муниципалитеты подготовили баннеры, по которым можно было увидеть, как развивается то или иное муниципальное образование. Михаил Игнатьев не прошел мимо площадок города Канаша, а также Канашского района. Его приветствовали глава администрации Владислав Сафронов и Владимир Степанов. Очень яркие впечатления, очень хорошие, потому что мы видим, что экономика Чувашии развивается, новые технологии появляются, новые продукты появляются. И замечаем, что муниципалитеты тоже развиваются. И думаю, будущее у Чувашии отличное. А у Канаша? Канаша тоже, тем более мы сейчас начали осваивать средства моногорода. И, естественно, мы ожидаем большой приток инвесторов, создание большое количество рабочих мест и улучшение условий населения. По городской среде тоже у нас очень много мероприятий для того, чтобы в тех местах, где люди больше бывают, улучшать качество жизни.
Канашский транспортно-энергетический техникум, Канашский педагогический колледж. Есть что показать, есть чем гордиться. Олеся Григорьева, Александр Васильев. Регионы. Сотрудничество без границ. В рамках Чебоксарского экономического форума на Национальной библиотеке состоялись круглые столы, затрагивающие самые разные темы. Это и проблема адаптации сертификации продукции для вывода на международный рынок, лучшие региональные практики, первые результаты внедрения целевых моделей, а также обсудили развитие сельских территорий и жилищно-коммунального хозяйства. Круглый стол «Экологическая безопасность региона. Эффективное управление отходами» был организован Министерством природных ресурсов Чувашии в рамках Года экологии. Участники обсудили темы, связанные с ведением мониторинга и формированием экологического рейтинга городов и муниципальных образований. Особое внимание было уделено отрасли обращения с отходами. Тарифы и начисления также получили особо жаркое обсуждение. Следующая площадка носила название «Российская провинция. Смена стереотипов. Как сделать из муниципалитета центр притяжения активных граждан. Моногорода. Перспективы развития». Правительство поняло, что существующие методы управления у нас государственные, в том числе муниципальные, региональные, они неэффективны. И поэтому появилась идея внедрить проектное управление в систему государственного управления органов власти Российской Федерации. Исходя из этого появился один из приоритетных программ. И вот в рамках этих программ у нас одна из основных задач является развитие моногородов. Программа комплексного развития моногородов, курирует Игорь Иванович Шувалов, данный вопрос, она уникальна, она отличается от всех остальных 10 программ тем, что данная программа она состоит, в свою очередь, из 319 программ каждого моногорода. Моногорода разрабатывают свои программы, и они интегрируются в данную систему. По информации модераторов встречи, в России 319 моногородов. Их разделяют на 3 группы, находящиеся в сложных условиях, имеющие рисковое положение и пребывающие в благоприятных условиях. В рамках круглого стола обсудили развитие муниципалитетов, примеры развития моногородов. Основными инструментами поддержки, которые мы оказываем моногородам, это, безусловно, инструмент территории опережающего развития, который, как уже было отмечено, изначально создавался для дальневосточного региона, но затем в результате продвижения вопроса моногородов правительство решило и распространить данный механизм на территории, на моногорода. Также фонд развития моногородов, представителем которого я являюсь, его поддержки, меры, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, это субсидия Минэкономразвития на поддержку МСП, корпорация развития МСП, банк МСП. Ну и синхронизация возможностей других программ, 10 программ приоритетных, ну и в принципе других инструментов поддержки направлять на моногорода. Территория опережающего развития. На сегодняшний день уже 17 территорий опережающего развития создано в моногородах. На сегодняшний день в Чувашии тоже готовится заявка на создание территории опережающего развития. Территория опережающего развития – это своего рода такой инструмент привлечения инвесторов, так как он позволяет значительно снизить налоговое бремя, как налог на прибыль, так и региональные налоги. Но, как сами предприниматели заявляют, основной пряник ТАСЭРов – это то, что снижаются социальные выплаты до 7-6%. Поэтому данный инструмент позволяет привлекать инвесторов, которые до этого никогда бы не зашли в моногорода, потому что им выгоднее ближе к центру размещаться. Теперь им это выгодно, потому что им позволяет значительно сократить и период окупаемости, и в принципе увеличить свою прибыль. Фонд развития моногородов. Это институт, который направлен исключительно на поддержку моногородов. Фонд оказывает как финансовые меры поддержки, это устроенную инфраструктуру исключительно для новых инвестиционных проектов. В Чувашии уже Канаш одним из первых попал в данную программу, получил финансирование для строительства инфраструктуры для индустриального парка. На сегодняшний день деньги уже выделяются, часть денег выделена. И также выдача льготных займов под 5% годовых на 8 лет. Мы можем выдать как кредит, так и войти в долю. Вообще, по мнению участников встречи, на моногорода нужно смотреть с 3 сторон. С точки зрения бизнеса, жителей и гостей, то есть туристов. Значит, все указанные стороны должны быть развиты. Отреагирую и на то, что говорил Владимир Андреевич. Вот смотрите, вот опять же, про, допустим, те же вовлечения людей и голосования. Да? Это очень важно. И вот, эта история с Инстаграмом,
она с одной стороны красивая, а с другой стороны она такая вот как бы рискованная. Я еще хочу сказать, что, вот смотрите, надо выявлять мнение граждан. Кто у вас там поставил лайки в Инстаграм или проголосовал в интернете без там идентификации правильной, это огромный вопрос. В Чувашской республике 5 моногородов – Канаш, Мариинский Посад, Алатырь, Шумерля и Новочебоксарск. В сентябре 2016 года с фондом подписано соглашение о софинансировании по строительству и реконструкции 3 объектов инфраструктуры в моногороде Канаше. Это строительство автодороги Онеж, реконструкция очистных сооружений, строительство инженерной инфраструктуры, индустриального парка. Концепция развития муниципалитета создана, однако от граждан требуется подача своих идей по улучшению территории. Если власть будет реализовывать просто эти программы моногородов, ну так, в отрыве от общественного обсуждения, широкого информирования, вовлечения граждан, это не будет достигнут на самом деле главных всей этой истории, да, чтобы у людей появилось чувство перспективы, что не все так плохо. И поэтому такие, в общем-то, короткие сроки, да, то есть программа моногородов, она сейчас, там, ну, мероприятие по городской среде там рассчитано до конца февраля 2018 года, вот, и они нацелены на достижение, как это говорят, ну, быстрых вот таких видимых результатов, чтобы люди увидели запуск каких-то позитивных изменений у себя на территории.